Мы рады приветствовать всех собравшихся в этом зале. Сегодня на сцене у нас пройдет необычное мероприятие, которое подготовили для вас региональная общественная организация по сохранению и развитию хакасского языка ИНЭТ-ИЛИ и городская библиотека, филиал номер 4 муниципального учреждения культуры города Абакана. Мероприятие это необычно тем, что здесь собрались все заинтересованные лица, все неравнодушные, которые пришли к вам с таким просветительским мероприятием, которое, я думаю, пойдет вам на пользу. У каждого из нас есть своя большая и малая родина, а любовь к родному краю, городу, селу живет в сердце каждого человека. Хакасия – это уникальный регион. Сегодня в нашей республике проживает более 100 национальностей, для которых Хакасия стала родным домом. Сегодня мы будем говорить об одной из древнейших ценностей, художественных ценностей каждого народа, о героическом эпосе. Несмотря на то, что героический эпос создавался в разное время у разных народов, в разных исторических условиях, но тем не менее эпос имеет у народов свое много общего. И прежде всего это ни с чем не сравнимый, пронзающий душу патриотизм. Любовь к родине вы услышите в каждом эпосе сегодня на сцене. Наши предки любили свою родину не меньше, чем любим ее мы. И надо сказать, что средневековая Русь выработала намного веков раньше свое патриотическое сознание, чем это случилось в Европе. Героический эпос является вершинным достижением устного поэтического творчества любого народа. Он представляет собой драгоценное наследие традиционной культуры народа и до сих пор несущие в себе большое воспитательное, познавательное и эстетическое значение. Благодаря героическому эпосу народ сумел сохранить свое этническое самосознание, самобытную культуру, национальный язык, образ жизни, исконные нравственные нормы и обычаи. Героический эпос является порой важнейшим и единственным свидетелем отдаленной эпохи, отразившей глубины народной памяти. И вот почему, знакомясь с художественными традициями народов мира, пытаясь лучше понять настоящее, мы обращаемся именно к героическому эпосу, седой древности, к детству человечества. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие заложит у вас интерес и уважение не только к своей культуре, но и к культуре других народов, которые проживают с вами рядом. Итак, слово предоставляется Майнагашевой Нине Семеновне, директору Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, преподавателю Хакасского госуниверситета, научному сотруднику, имеющему 160 научных работ, члену Всероссийского общества тюркологов, театральному критику, общественному и научному деятелю. Она является председателем региональной общественной организации по сохранению и развитию хакасского языка. И ей принадлежит авторство этой идеи, авторство сегодняшнего мероприятия вечеров эпоса народов Хакасии «Воспевание жизни». Пожалуйста, Нина Семеновна. Изенет. Доброе утро, уважаемые военнослужащие. Мы вас всех приветствуем. Общественная организация наша, ИНЭТ-ИЛИ, региональная общественная организация по сохранению и развитию хакасского языка. ИНЭТ-ИЛИ переводится как родной язык, язык матери. Я думаю, все здесь, оказавшись
вдали от родных, тоже понимаете, что такое язык матери. И это очень важно для каждого человека понимать, осознавать, переживать знание родного языка. Наша общественная организация в этом году проводит такой проект, реализует вечера эпосов народов Хакасии. Что такое эпос, вы все, наверное, знаете, да? Что такое былины, наверное, вы Илью Муромца тоже все помните, да, в школе проходили, учили, да? Оказывается, многие народы мира имеют свой эпос. Эпос – это удивительное явление. Эпос создавался столетиями и передавался из уст в уста, когда не было письменности. Удивительное дело, что сказители сохраняли огромные тексты этих эпических сказаний практически у всех народов. У хакасов есть замечательный эпос «Алтынарх» о женщине-богатыше, которая стояла за свой народ, за свою землю, отстаивала интересы. Да? И от хакасского народа записано более 300 сказаний. И каждое сказание, эпическое сказание, состоит из, начиная от 2000 поэтических строк до 10 тысяч поэтических строк. А самый великий эпос среди всех народов мира, вы знаете, да, это Манас, эпическое сказание киргизского народа. И во многих сказаниях мы можем увидеть вот эти древние представления о мире всех народов. Да? Мы все понимаем, что мир, он един. Горы, они везде горы, реки везде горы, реки, да, степи везде степи. Но каждый народ этот мир видит по-своему и складывает об этом мире свои песни по-особому на родном языке. И каждая культура, в принципе, она уникальна. И вот хакасский народ сложил более 300 таких сказаний. О чем эти сказания? Много сказаний, где героями являются женщины-богатыши. И есть сказания, где есть великие богатыри, которые защищают свой народ, свою землю от нападения чужеземцев и от нападков богатырей подземного мира. В эпосе множество чудес происходит. И, конечно же, какие-то реальные события, происходившие в стародавние времена, они тоже получили отражение в эпосе. И эпос – это действительно, как я сказала, величайшее творение культуры любого народа. И это высшее творение. Ученые на сегодняшний день доказали, что эпос – это высочайшее творение народной культуры. Он создавался коллективно, из поколения в поколение. Каждое поколение вносило что-то свое в этот эпос, да? И пока мы не сохранили их в письменных источниках, не издали книгами. И множество эпосов народов Советского Союза, народов России, они переведены на русский язык. И многие ученые понимают, что через эпос мы можем познать мировоззрение народа. И можем увидеть, как же жил народ в древности, чем они жили, да, в Средневековье. И, конечно, неспроста сказители сохраняли эти уникальные тексты столетиями. Это удивительное явление. Сегодня мы можем даже расписание уроков не запомнить, на телефон сфотать, да, чтобы вспомнить завтра у меня какие уроки завтра. Но сказители запоминали уникальные тексты. Один из величайших сказителей в Хакасии, Петр Васильевич Курбежеков, в его репертуаре было 116 эпических сказаний. И он, не останавливаясь, мог сказывать. Хакасский эпос сказывали особенно по вечерам, по ночам. И на одно сказание уходило 3 ночи. То есть народ собирался, приглашал сказителя, садили его на белую, скажем, чисто белую шкуру, это как почесть, да, закололи барана и всех угощали, кто пришел слушать сказания. И до утра длилось сказание, и народ, скажем, отдыхал таким образом. Да? И, конечно же, это было честью услышать подвиги героев. И в Хакасии очень много, Наталья Петровна сказала, более 100 народностей. И каждый народ имеет свой язык, каждый народ имеет свою культуру, свои обычаи, традиции, свое видение мира. И нас все-таки объединяет наша республика Хакасия. И, конечно же, сказители, величайшие люди, представители культуры народов, они создавали менталитет народа столетиями, сохраняли эту культуру, созданную предками.
И также величайший сказитель хакасский Семен Прокопьевич Карбышев. Он был и членом Союза писателей, и знал тоже около 100 сказаний, мог сказывать. И вот эти сказания, собранные нашими учеными в 20 веке, они хранятся в рукописном фонде нашего института. И сегодня многие сказания, более 200 сказаний даже еще не изданы. Да? И мы теперь готовимся издать это все, собранное нашими старшими представителями науки. И действительно, чем больше читаешь эпос, тем больше удивляешься, как это все сохранялось, как народ создавал столетиями такое величайшее творение. Когда мы приезжаем к детям, я говорю, вот когда фильм «Терминатор» появился, там несколько частей, вы, наверное, все тоже не раз смотрели, да? И там, вы помните, вот такая часть есть, такой сюжет есть, когда тот, который преследует Терминатора, вернее, он превращается в жидкую сталь и как бы покидает, скажем, место своего нахождения, да? Подобный сюжет есть и в хакасском героическом эпосе, который создан несколько столетий назад, когда подземный богатырь приходит в этот солнечный мир и превращается в жидкое олово и уходит под землю. Это удивительно вообще, да? Художественное мышление народа настолько оно богато, настолько оно содержательно и удивительно, что сегодня, казалось бы, в 21 веке трудно чем удивить людей. Мы же живем в век новых технологий, цифровых технологий. Но эпос до сих пор нас удивляет. И сегодня наша общественная организация хочет представить вам несколько номеров, чтобы вы увидели, как исполняется эпос разных народов. Сегодня будут представители, исполняющие хакасский эпос, алтайский эпос. По видеозаписи мы покажем, как исполняется киргизский эпос, величайший эпос народов мира. И еще я бы хотела сказать, что ЮНЕСКО в 2006 году эпос одного из народов России, якутов, саха-якутов, у них эпос называется «Аланхо», внесли в список шедевров нематериального культурного наследия человечества. То есть Аланхо – это эпос, который создал якутский народ. И оно считается достоянием всего человечества. Эпос Манас также считается шедевром нематериального культурного наследия человечества. И это удивительно, что сегодня мы можем снова вернуться, скажем, в эту древность через эпос, увидеть удивительное богатство языка каждого народа. А русские былины или Муромца мы все знаем, да? И каждый народ свои ценности, вот, и прежде всего вот это величайшие люди, богатыри, скажем, от рождения богатыри защищали свой народ, да? И в эпосе ни одного эпоса нет, где нет богатыря. Богатырь – это он интеллектуал, он физически очень крепок, могуч. И в Хакасии очень давно живут у нас немцы, которые были из Поволжья переселены в Хакасию. И в трудные военные годы представители до сих пор немецкого народа говорят, что когда их сюда привезли эшелонами, выселили в голой степи, что хакасы последним делились и помогли выжить немцам. И действительно очень много семей совместно создалось. Немцы выучили хакасский язык, то есть это уже хакасские немцы, да, российские немцы. То есть у них тоже свой эпос. Сегодня у нас тоже будет возможность услышать их эпос. И точно так же совсем недалеко от нас за горами живут алтайцы, алтайский народ. У них тоже удивительная музыкальная культура, эпос удивительный. И, конечно же, у нас сегодня не все представлены, да, в Хакасии живут много чувашей. У них есть удивительный эпос «Улыб». Это слепой богатырь, который защищал свой народ, свою землю, свои земли. И чуваши считают, что они пошли от этого богатыря Улыпа. Это их предок, это их прародитель. И, конечно же, эпос – это удивительное явление. Очень много книг издано, переведены на русский язык, и сегодня мы имеем возможность с этим богатством знакомиться. Спасибо за внимание.